Здравствуйте, уважаемые ребята! Мы приступаем к изучению темы «Кыргызстан в период от восстановления народного хозяйства, волюнтаристских реформ и развитого социализма с 1946 по 1985 года». Сегодня на уроке мы должны разобрать вопросы: восстановление и развитие народного хозяйства в послевоенные годы, общественно-политическая жизнь Кыргызстана в 1953-1964 года Исхак Разаков, развитие промышленности в 60-80-е годы, сельскохозяйственное производство в 60-80-е годы. В Кыргызстане, как и в других восточных районах СССР, в годы войны значительно выросло промышленное производство, в основном за счет перебазирования в республику предприятий из западных регионов. Промышленность Киргизской республики приступила к производству мирной продукции, необходимой народному хозяйству. На заводах и фабриках были восстановлены 8-часовой рабочий день, выходные дни и трудовые отпуска. Отменен обязательный сверхнормированный труд. В 1946 году 11-я сессия Верховного Совета Киргизской ССР в соответствии с общесоюзным планом приняла 5-летний план восстановления народного хозяйства республики в 1946-50-х годах. Согласно этому плану, перед трудящимися были поставлены следующие задачи: скорейшее восстановление народного хозяйства, приоритетное развитие отраслей, основанных на тяжелой промышленности, особенно горнорудной, водной энергетике, сельскохозяйственное сырье, интенсификация научно-технического прогресса, подготовка и обеспечение предприятий квалифицированными специалистами, повышение производительности труда. В годы послевоенной пятилетки еще больше вырос индустриальный потенциал республики. Было сдано в эксплуатацию более 20 крупных предприятий, реконструировано множество заводов и фабрик, были введены в эксплуатацию новые шахты в Кызылкие и Сулюкте, дополнительные скважины на нефтепромысле Май-Лесу. Начал давать промышленный ток вторая очередь Лебединовская ГЭС, Аламединовская ГЭС номер 2, Прижевальская, Джалабадская ГЭС. Развивалась строительная индустрия. Вошли в строй действующие Кызылкийский, Курментинский, Таласский кирпичные заводы. Работали Беловодский сахарный, Джалабадский, Токмакский молочные заводы, Рыбачинский мясокомбинат, Новотроицкий хлебозавод и другие. Развернулись работы по строительству и ремонту дорожной сети. Осуществлялся капитальный ремонт магистральных автомобильных дорог Фрунзе-Рыбачья, Фрунзе-Луговая, Фрунзе-Георгиевка, Ош-Хорок. В четвертое пятилетие была введена в эксплуатацию железнодорожная линия Кант-Рыбачья. Общая протяженность железной дороги в республике в 1950 году составила 368 километров. Было установлено регулярное воздушное сообщение с Москвой и областными центрами республики. Значительные успехи были в сфере связи и радиовещания. 1948 год. Город Рыбачье торжественно встречает первый поезд, прибывший по новой железной дороге из города Фрунзе. В праздничном митинге по случаю завершения этого масштабного объекта принимают участие строители, местные жители и председатель Совнаркома Кыргызстана Исхак Разаков. Глава правительства маленькой горной республики уделял особое внимание новой железной дороге. Стройка продолжалась около 8 лет, в том числе в годы войны, в крайне тяжелых условиях. Это был уникальный опыт прокладки путей в сейсмоопасной зоне горного ущелья. В работах принимали участие десятки тысяч тружеников, а вдохновлял их на этот трудовой подвиг глава правительства Киргизии Разаков. В то же время темпы развития промышленности республики требовали постоянного пополнения этой отрасли профессиональными кадрами. Начался интенсивный процесс миграции рабочих из промышленных районов СССР в Кыргызстан. Война нанесла большой урон сельскому хозяйству Кыргызстана. Из 186 тысяч трудоспособных мужчин, занятых в колхозном производстве в 1940 году, к 1946 году осталось немногим более 60 тысяч. В четвертом пятилетнем плане были предусмотрены конкретные меры по исправлению тяжелого положения в сельском хозяйстве и его восстановлению. В первую очередь было намечено довести до прежнего уровня сократившиеся пахотные площади, увеличить поголовье скота. В центре внимания остро стояли вопросы укрупнения колхозов, закрепления их собственности, повышения производительности труда, упорядочения выплаты зарплаты колхозникам. Были восстановлены и пахотные площади. В эти годы за успехи в производстве 47 мастеров-передовиков сельского хозяйства Кыргызстана были удостоены звания Героя социалистического труда.
517 тружеников села были награждены орденами и медалями СССР. В Кыргызстане велась большая работа по улучшению использования посевных площадей через ирригационное строительство. Была построена Краснореченская растительная система, закончены основные работы на Отус-Адырской системе, а также на Западной БЧК. Все это способствовало заметным сдвигам в сельскохозяйственном секторе народного хозяйства Кыргызстана. В истории Кыргызстана, как и всей страны, в целом в 50-е годы занимает особое место. В марте 1953 года умер Сталин. После его смерти были сделаны шаги к возрождению принципов социалистической демократии. В сентябре 1953 года первым секретарем ЦК Компартии СССР был избран Хрущев. Приход к власти Хрущева открыл возможность десталинизации политического курса. В стране начались меры по преодолению негативных последствий культа Сталина, формирование экономической, политической, культурной сфер общественной жизни. Были ликвидированы особые совещания, выносившие приговоры без следствия и суда, трибунал Министерства внутренних дел, восстановлен прокурорский надзор. Депортация балкарцев, калмаков, чеченцев, ингушей, карачаевцев была признана непростительной ошибкой. Их национальной государственной автономии были восстановлены. Большая часть депортированных в Кыргызстан людей вернулась в прежние места проживания. Начала работу специальная комиссия по рассмотрению дел невинно репрессированных граждан в годы культа личности. Тысячи несправедливо осужденных людей были освобождены из мест заключения. Реабилитировано около 13 тысяч расстрелянных по ложным обвинениям врагов народа. Среди них Орусбеков, Айдарбеков, Исакеев, Саадаев, Белоцкий, Амосов, Салихов, Айтматов и многие другие. В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 4 мая 1955 года Кыргызстан получил право самостоятельно планировать и распределять производство промышленных товаров. Были расширены права республики по вопросам исполнения бюджета, предоставлены права по самостоятельному решению вопросов экономики и культуры. В претворение в жизнь демократических принципов партийного руководства большой вклад внес Исхак Разаков, руководивший в 50-х годах Центральным комитетом Компартии Киргизии. Ярким представителем кыргызской политической элиты был и Исхак Разаков. С 1950 по 1961 он возглавлял Совет министров, а затем был назначен первым секретарем ЦК Компартии Киргизской ССР. Особое внимание Исхак Разаков уделял развитию научно-образовательного потенциала страны. Академия наук, Кыргызский государственный университет, Политехнический институт и другие были созданы именно в тот период. По его личной инициативе шла подготовка кадров. Талантливая молодежь училась в ведущих вузах Москвы, Ленинграда и Омска. Запросто переместиться в те времена можно в музей. Изначально это дом, в котором проживал видный государственный деятель со своей семьей. Здесь архивные материалы, фотографии, документы, одежда, библиотека и многочисленные награды Разакова, включая ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Многое из этого предоставили его дети. Исхак Разаков проявил себя достойной личностью национального масштаба, направив все свои силы, знания и возможности на развитие страны. Его высокие человеческие и лидерские качества, оставаясь актуальными и сегодня, будут ценны всегда. В 50-х годах перед Кыргызстаном были поставлены задачи приоритетного развития горнорудной, металлообрабатывающей, энергопроизводящей, легкой пищевой промышленности. Были введены в строй 48 новых промышленных предприятий, таких как Фрунзенская ткацко-предельная фабрика, кирпичные заводы в Аше, Кызылкие, Кыргызский горнорудный комбинат и другие. В 60-х годах быстрыми темпами стали развиваться отрасли машиностроения и легкой промышленности. Промышленная продукция республики начала экспортироваться в 30 стран мира. Для улучшения руководства промышленностью и строительством республики в июне 1957 года был основан Совет народного хозяйства Киргизской ССР. Принцип его создания способствовал территориальной замкнутости, что препятствовало производственным взаимосвязям предприятий с другими регионами страны. В связи с этим Совет народного хозяйства республики в 1965 году был расформирован, а его функции были переданы вновь образованным министерствам. Управление промышленностью вернулось к отраслевому принципу.
Год 1956, более полувека назад. В Кыргызстане начинается строительство Великого Кыргызского тракта. Именно так тогда называли будущую автодорогу Фрунзе-Ош. Десятки тысяч рабочих, саперов, бульдозеристов пробивали главную трассу республики через труднодоступные горы, прокладывали мосты, взрывали гранитные скалы. Работа шла под постоянным личным контролем выдающегося руководителя республики Исхака Раззакова. Первый секретарь ЦК хорошо понимал, без этой дороги нет будущего у Кыргызстана. На перевале Тоашу пробили 3-километровый тоннель. Работали над ним строители московского метрополитена. Спустя 11 лет дорога Фрунзе-Ош сдана в эксплуатацию. Две части страны, разделенные неприступным Ферганским хребтом, усилиями Раззакова соединились артерией Великого Кыргызского тракта. Раззаков отправлен в отставку в 1961 году. Его обвиняли в коррупции, в буржуазном национализме, системных недостатках в работе. От него отвернулись даже близкие друзья. Он умер в Москве, забытый всеми. Сегодня его имя – олицетворение честности и неподкупности. Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будет чистым. Исхак Раззаков. Дорога Бишкек-Ош уже свыше полувека служит народу Кыргызстана. Это то, что останется нашим детям и нашим внукам. Цените, это наша история, это наше наследие. Большое внимание с 50-х годов уделялось развитию сельского хозяйства. Началась кампания по укрупнению колхозов. В 1951-1953 года число колхозов республики сократилось с 1620 до 725. В 1960 году в республике было 304 колхоза. Многие колхозы были укрупнены, часть колхозов была преобразована в совхозы. Одновременно были повышены государственные закупочные цены на сельхозпродукцию. Колхозы были освобождены от уплаты имеющихся долгов государству, уменьшены размеры налогов, введены правила ежемесячного или ежеквартального авансирования труда колхозников. Все эти меры повысили заинтересованность колхозников в конечных результатах своего труда. Успехи сельского хозяйства были высоко оценены правительством СССР. В 1957 году Киргизская республика была награждена орденом Ленина. 52 передовика сельского хозяйства были удостоены звания Героя социалистического труда. Зуракан Кайназарова и Хайтахон Таширов стали дважды героями социалистического труда. В 1964 году Хрущев был освобожден с постов первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Первым секретарем ЦК КПСС стал Брежнев, а первым секретарем ЦК Компартии Кыргызстана был назначен Турдакун Усопбалиев. В этот период в стране повсеместно утвердилось верховенство партии, взявшей на себя функции непосредственного управления, вмешательство во все сферы общественной жизни. Усопбалиев был обязан беспрекословно выполнять указания партийного руководства Центром. В период развитого социализма окончательно сформировался бюрократический аппарат Коммунистической партии, в руках которого была сосредоточена вся власть в стране. Утвердился административно-командный метод управления. В 60-е годы в СССР был проведен ряд мероприятий по повышению роли Советов, но они лишь формально считались высшим органом государственной власти. Для закрепления роли Коммунистической партии в общественно-политической системе СССР и обоснования сущности развитого социализма 7 октября 1977 года была принята новая редакция Конституции СССР. На ее основе 20 апреля 1978 года принята новая Конституция Киргизской ССР. В них была узаконена абсолютная власть Коммунистической партии. В июне 1979 года был принят закон о выборах в местные советы, который закреплял порядок выборов, когда кандидаты в депутаты определялись сверху по одному на каждое место. Население избирало их формально. Так повсеместно нарушались принцип народовластия, подавлялись новые инициативы. Основное направление в 60-80-х годах в народном хозяйстве Киргизской республики стали определять такие отрасли промышленности, как энергетика, цветная металлургия, машиностроение, электроника, электротехника, приборостроение, строительная индустрия.
В 1965-85 года было построено 150 новых промышленных предприятий. В начале 80-х годов 40% добываемого в Средней Азии каменного угля приходилось на долю Киргизской ССР. Но эти показатели были достигнуты за счет экстенсивного развития промышленности. Рост энергетики в республике был обеспечен за счет строительства Учкурганской и Токтагульской ГЭС. В эти годы сформировалась гидроэнергетическая отрасль промышленности. Год 1975 – самое масштабное событие в истории кыргызской энергетики. Запущены в работу первые агрегаты огромной Токтагульской ГЭС, самой мощной гидроэлектростанции в Центральной Азии. Строительство этого гиганта было начато 12 годами ранее и шло под личным контролем прораба Киргизии Турдакуна Усубалиева. Глава республики выбивал огромные деньги, требовал лучших специалистов, добивался от центра повышенного внимания к этому объекту. Токтагульскую ГЭС строили десятки тысяч людей – инженеры, альпинисты, гидростроевцы. Затопили огромную котловину, создали искусственное море, Токтагульское водохранилище, постоянный запас водных ресурсов. Нарынский каскад стал работать бесперебойно в любое время года, независимо от уровня воды в реке. Токтагульская ГЭС стала настоящей победой кыргызского народа и его руководителя Турдакуна Усубалиева. В 70-80-е годы отрасль цветной металлургии вышла на первое место в промышленности республики. Выработанная на Кадамжайском комбинате сурьма была признана на международном рынке эталоном качества. Высоко ценилась на мировом рынке и продукция Хайдарканского ртутного комбината. Эта продукция экспортировалась в 40 стран мира. В области машиностроительной промышленности Кыргызстан вышел на первое место среди республик Средней Азии. В Кыргызстане производилась сельскохозяйственная техника, автосамосвалы, металлорежущие станки, электромашины и электродвигатели, физические и контрольно-измерительные приборы, стиральные машины, электролампы и прочее. Только в 1985 году завод сельскохозяйственных машин выпустил 32 тысячи пресс-подборщиков. Эта продукция отправлялась в более чем 50 государств. После технического переоснащения улучшилось качество продукции Фрунзенского завода контрольно-измерительных приборов. Здесь был создан первый в стране прибор, позволяющий вести наблюдение за поведением металлов в условиях, близких к эксплуатационным. Установка, получившая название «Алато», была удостоена золотой медали на ярмарке в Лейпциге. Весомым пополнением электротехнической подотрасли стал Майлисуйский электроламповый завод, один из самых крупных в СССР. Развивалась в республике и индустрия строительных материалов. Введены в строй Канский цементно-шиферный комбинат, 3 домостроительных комбината, стекольный завод, заводы сборного железобетона. Создано производство облицовочных материалов из гранита, мрамора, сиенита. Легкая промышленность Кыргызстана, включавшая в себя сеть швейных трикотажных фабрик, кожевенных заводов и ряд других предприятий, развивалась медленнее. Ее техническое перевооружение велось более низкими темпами и некомплексно. Сеть мясокомбинатов, молочных заводов, перерабатывающих продукцию животноводства на месте, также отличалась низким техническим уровнем. Очередная попытка ускорить темпы развития аграрного сектора была предпринята на мартовском пленуме ЦК КПСС в 1965 году. Были разработаны меры по совершенствованию планирования, усилению хозяйственной самостоятельности, введены твердые планы заготовок сельскохозяйственной продукции на ряд лет, перераспределены капитальные вложения в пользу сельского хозяйства, повышены закупочные цены с надбавками за сверхплановую продажу продукции государству, введена гарантированная оплата труда, улучшено банковское кредитование колхозов. Приведенные в действие мероприятия в сельскохозяйственном производстве дали временный положительный эффект. Кардинальных же изменений они не предусматривали. В 1966-1975 годы из государственных и колхозных средств было выделено 2 миллиарда 586 миллионов рублей капитальных вложений. В следующее десятилетие было выделено 4 миллиарда 33 миллиона рублей или в 4 раза больше, чем за все предыдущие годы советской власти. Эти средства были в первую очередь использованы для укрепления материально-технической базы сельскохозяйственного производства. Машино-тракторные парки совхозов и колхозов республики были оснащены новой техникой. В 1985 году в Кыргызстане на каждое хозяйство приходилось по 72 трактора, 36 грузовых автомобилей, 20 комбайнов. Однако по сравнению с общесоюзными показателями и требованиями производства ее было недостаточно, да использовалась она зачастую с нарушением правил хранения и профилактики из-за халатности руководителей хозяйств. Особое внимание уделялось мелиорации земель. Были построены новые растительные системы, крупные гидротехнические сооружения. Площадь поливных земель превысила 1 миллион гектаров. В
Кыргызстане впервые по стране в орошении земель была использована автоматизированная система водораспределения. В развитии сельского хозяйства важную роль сыграло введение 8-й пятилетки, гарантированной оплаты труда колхозников и установление в 9-й пятилетке новой формы хозяйствования – хозрасчета. Велась работа по специализации сельского хозяйства, укрупнению хозяйств. Но эти нововведения в условиях административно-командной системы быстро утрачивали свою действенность, а зачастую и становились препятствием в развитии производства. В ноябре 85-го великого прораба Киргизии Турдакуна Усубалиева снимают с должности, исключают из партии, выносят строгий выговор, обвиняют в тяжких злоупотреблениях, растрате партийных денег. Прежние соратники, его же воспитанники, отворачиваются от него. Усубалиев уходит на пенсию и живет фактически в изоляции. Спустя годы он сумел доказать невиновность, восстановить честное имя и свое место в истории. Место человека, который четверть века строил Кыргызстан. Недостаточно говорить и рассуждать о любви к родине. Мерилом в этом чувстве должны быть только конкретные дела. Турдакун Усубалиев. Построенная им Токтагульская ГЭС сегодня, спустя полвека, по-прежнему главный энергетический объект страны. Это то, что останется нашим детям и нашим внукам. Цените, это наша история. В 80-е годы сельскохозяйственное производство впало в глубокий кризис. В 1985 году более 60% колхозов и совхозов оказались нерентабельными. Себестоимость основных видов продукции сельского хозяйства приобрела стойкую тенденцию дорожания. В период с 1965 по 1985 года в хозяйствах республики себестоимость центнера пшеницы, хлопка, картофеля, табака выросла в 2 раза, а овощей и фруктов в 5 раз. Это явление было присуще и животноводству. Долги хозяйств государств росли из года в год. Утверждение в земледелии хлопка, сахарной свеклы, картофеля и других видов монокультуры привело к ухудшению физических свойств почвы и снижению урожаев. В животноводстве разведение овец в большом количестве нанесло непоправимый ущерб почве и окружающей среде. Экстенсивный характер развития промышленности и сельского хозяйства в условиях плановой экономики, постоянное ограничение новых методов организации производства со стороны административно-командных структур исчерпал свои возможности. Необходимо было коренным образом преобразовать саму основу производственных отношений. К середине 80-х годов стало очевидным, что СССР окончательно увяз в экономическом, социальном и политическом кризисе, а принципы командно-административного управления перестали соответствовать новым требованиям времени. На этом наш урок закончен. Благодарю вас за внимание.